вот просто логично наша беседа подходит к самому финалу, где у нас остается минут 7-8. Я хочу их посвятить вот экстраполяции той ситуации и на нынешнюю, точнее, сравнение с ней. Сейчас говорят, когда вернется Крым? Сидят унылые люди, говорят, никогда, это все вечно, никогда. Вот я просто хочу, чтобы вы рассказали, даже вас особо прерывать не хочу на этом. Вот нынешняя ситуация после аннексии Крыма, уже прошло 4 года прошло, да? Экономическое состояние России, насколько она сильнее, слабее, аналогия с системой СССР, и какую методику, если выберет Запад, будет наиболее эффективна для того, чтобы Крым вернулся в Украину, и Россия перестала существовать в ее нынешнем виде, вот этой империи агрессивной, вооруженной, богатой за нефть и газ и так далее. Пожалуйста. Значит, первое. Это задача Украины. Задача Украины, чтобы эта тема не умирала. Время на Западе, в самой Украине. Слушайте, она может... Ну, тоже есть процесс привыкания к войне, абсолютно. есть много пророссийских политиков. Того, что Крым уже не украинский. Типа унылость такая, да, никогда не вернем, есть такие... Да, в самой Украине, в России, куда надо вести пропаганду, это задача Украины, тоже не говорить, это безнадежно. Безнадежных вещей не бывает, я диссидент. Мы выросли на Наш первый тост был за успех нашего безнадежного дела. Серьезно? Да? Я не знал, это главный, первый. Второй тост был за тех, кто не с нами. Да, потому что большинство, это даже имелось в виду в основном не умершие тогда люди, а все наши друзья в лагерях и в тюрьмах. А первый тост мы всегда понимали за успех нашего безнадежного дела. Но наше дело не безнадежно? Ну, и наше оказалось не безнадежным, как вы видите, да? Нет безнадежных вещей. Не имеет права ни правительство, ни народ смиряться и говорить, что ничего не получится, это безнадежно. Неправильно говорить, что вот Россия вся такая, какая не такая. Украина обязана работать и с русскими людьми тоже, вести туда информацию, пропаганду, и с Западом, безусловно. Значит, первое, не дать этому вопросу затухнуть и исчезнуть со временем. Ни у себя в стране, в первую очередь, ни во всем мире. Да? Вот. Второе, конечно, что чрезвычайно важно, это отработать очень четкие аргументы. Например, один из аргументов, даже среди вроде либеральных и российских политиков и оппозиции на Западе, что, конечно, аннексия Крыма, эта вещь была незаконная и нельзя силой забирать, но, конечно, Крым всегда принадлежал России, является частью России. Ну, это обоснование преступления просто. Да, но оно ложное. Вот что я хочу сказать, что Крым России никогда не принадлежал. И это очень важный тезис, который Украина должна объяснять, повторять и отстаивать. Крым принадлежал Российской империи. Российская империя – это не Россия. В эту империю входила Великороссия, что есть современная Россия, входила Малороссия, Новороссия, что является современной Украиной. Еще, извините, Центральная Азия входила когда-то, и Польша, и Финляндия. И была Таврида, Крым. И Крым не был приписан к Великороссии. Он был частью Российской империи, так же, как теперешняя Россия и теперешняя Украина. А России как таковой никогда прямо не принадлежал. Потом возник Советский Союз на его месте. Но в Советском Союзе это был тоже абсолютный монолит. Там было чисто условный переход от Российской к Украинской республике. Но это тоже... То есть России как таковой Крым никогда не принадлежал. И если Россия претендует на том, что Крым ее... Это значит, что Россия претендует на том, что ее вся остальная часть Российской империи. То есть претензия на Крым означает также претензию на всю Украину. Но Путин же говорит, во-первых, это понятно, какая цель, да, сменить тут власть в итоге любым способом. Таким не получится, гибридным способом, на выборах кого-то провести. Кто вернет, потому что без Украины нет империи. Ну правильно. Нет, да. Но то, что я говорю, сам факт принятия того, что этого тезиса, что Крым исконно российская территория, это уже очень опасный шаг отступления в этом направлении. И здесь надо упереться, объяснять это всем,
Даже людям внутри самой Украины. Так здесь тоже какие-то считают Ну, люди. есть спекулянты политические на этом, да. Западу это совершенно необходимо все объяснять. Этот русский миф нужно дезавуировать абсолютно. Ну, безусловно. Важный пункт в смысле Крыма – это напоминать о Будапештском соглашении. Дело в том, что один из ударов, связанных с аннексией Крыма, заключается в том, что было полностью нарушено Будапештское соглашение. А это важно в контексте ядерного разоружения. Система ядерного сдерживания и разоружения. Сдерживания и разоружения. Потому что Украина была одна из двух стран, у которой уже было ядерное оружие, и от которого она добровольно отказалась. Но гарантией был отказа целостности Украины то самое Будапештское соглашение, которое не соблюли ни Англия, ни Америка. И, надо сказать, тут вина и украинского правительства тоже большая, которое громогласно не потребовало соблюдения этого соглашения. Но факт остается фактом. Аннексия Крыма надо рассматривать как большой удар По мировой системе. по мировому распространению ядерного оружия. Страна добровольно отказалась, и что за это получила? Каков пример для других стран? Для Кореи, Северной, Для Ирана. Северной Ну, у нас- Кореи, Ирана.